Вот расскажи о своих ощущениях вот в этот вот день. Да? Утро, ты просыпаешься утром, и ты понимаешь, что сегодня день твоего убийства. Нет, не так было. Не так было. В этот день не должно было ничего быть. Опять же, когда говорят, что вот Бабченко написал такой жалостливый пост, потому что знал, что в этот день его убьют, не знал. Это должно было быть не в этот день. Это должно было быть не во вторник, а в пятницу. Операция намечалась на пятницу. Но по юридическим, по процессуальным там моментам ее перенесли на вторник, потому что к пятнице не успевали. Во вторник с утра я ждал, что мне позвонят, скажут, что да, работаем, но звонка не было. К обеду я подумал, не на вторник она перенеслась, а было назначено на середину следующей недели, вторник, среда, там как получится. Да, к обеду вторника я уже понял, что в этот день, наверное, ничего не будет. Уже полез в Facebook, там написал пару каких-то постов, и тут мне звонят, говорят, все, сегодня работаем. Я думаю, блин. Потому что в пятницу, когда все отменилось, мы-то испытали облегчение, конечно. Мы испытали облегчение, потому что нет, не хочется, слушай, не хочется. У тебя еще есть несколько дней нормальной обычной жизни. Выходить из дома я тогда уже все равно не мог, но у тебя все равно хотя бы есть несколько дней еще нормальной обычной жизни, когда ты можешь поспать на нормальных кроватях, в своей собственной квартире, со своей семьей, с ребенком, там, когда ты пока еще сам распоряжаешься своей жизнью. Да? И вот когда во вторник там в обед позвонили, сказали, работаем, стало, конечно, как сказать, ощущение очередного, конечно, все, вот рубеж, все, сегодня день Х, сегодня работаем. И ждали, в 6 часов приехал оперативный работник с гримером. Гример это был какой-то их? Ну, их гример, конечно, да. Гример, тренировались мы около часа, гример мне рассказывал, как человек падает, когда ему стреляют в спину, да, как там, что нужно кашлянуть, если у тебя прострелены легкие, нужно кашлянуть, как потом тело лежит, как человек дышит с пробитыми легкими. А зачем вот настолько такие детали с дыханием и кашлем, если это все инсценировка? Чтобы не допустить утечки информации. Инсценировка была очень реалистичная, она была стопроцентной, там был проведен такой вал работы, просто гигантский вал работы. А скорая, кстати, приезжала настоящая или нет? Конечно, настоящая, да. Но они же поняли, что ты как... Они были в курсе. Они были в курсе. Я тебе говорю, там был проведен огромный вал работы. В курсе был полицейский наряд, который приехал. В курсе был диспетчер, которому поступил звонок. Очень много очень людей, как им удалось избежать утечки. В курсе была скорая помощь. В курсе был судмедэксперт. Это было минимальное количество людей. Беркут, например, не был в курсе. Было минимальное количество людей, и вот удалось избежать утечки. Я тебе говорю, работа была проведена большая. Если, условно говоря, если скорая помощь, врачи все знали, зачем тогда нужно было это вообще делать? Можно было просто сфотографировать и без вот этих скорых. Или это для соседей делалось? Ты сейчас, понимаешь, это мы сейчас знаем, что был Герман, что вот у него был Цымбалюк, да? И это стало все известно сейчас только потому, что эта операция проведена. А тогда-то не было ни черта известно. Но следят за Цымбалюком или не следят? Есть еще один человек или нет? Он нанял только одного киллера или нет? Потому что в России до этого началась практика заказа политических убийств по тендеру. Да? Объявляется тендер, есть несколько групп, и кто первый убьет, тот получает деньги. Мы ждали, проявится ли еще кто-то или не проявится, есть ли еще один заказчик, какие там еще есть люди. Этого же ничего не было понятно. Следят за домом или не следят, будут следить за тобой, как тебя выносят, или не будут следить, будут проверять исполнение на месте или не будут проверять. Вот для этого все делалось максимально реалистично, чтобы не спалиться. В этот день больше превалировало какое чувство? Страха? Паники, шока? Что это было? Никакого чувства уже не было, нет. Это как перед боем. Вот перед боем тебе страшно, перед боем тебя тошнит, перед боем тебя жуткий вот весь этот мандраж. А как началось, оно все началось. Чувств уже нет, ты уже ни на что не влияешь. Пошло и пошло, все. Есть и есть. Ты уже в этой ситуации находишься, и ты уже в этой ситуации. Но все равно были, у всех людей бывает у нас сомнения очень часто по поводу и без повода. А вот в этот день были такие ощущения, что зачем я вообще на это все согласился? Зачем оно мне надо? Вот такие все-таки сомнения. Конечно, у меня все это время были такие ощущения. Сейчас есть? Мама, роди меня обратно. Сейчас есть, конечно, мама, роди меня обратно. Дайте мне жить нормальной жизнью. Я хочу жить как обычный нормальный человек. Я чуть о другом. Нет, у меня были сомнения, до последнего момента у меня все-таки были сомнения. Ты лежишь уже в крови, да?
уже как бы все подготовлено, тут открывается дверь, входит твой киллер, ты его чувствуешь спиной и думаешь, блин, а вдруг все-таки это подстава, вдруг он сейчас возьмет тебя и грохнет уже по-настоящему, да? То, что это не подстава, то есть полностью мне перестало быть страшно, только когда за мной закрылись ворота морга. Ты думаешь, что в морге безопаснее? В морге было хорошо, в морге было безопасно. Я приехал, меня туда привезли, закрыли за мной ворота морга. Опять же, для чего все это делалось? Вот была съемочная группа телеканала АТР, да? Вот съемочная группа телеканала АТР видела меня в морге. Они сказали, что да, Бабченко привезли, тело Бабченко привезли, он мертвый, его занесли. Вот для этого все делалось, да, чтобы нигде не попалиться, чтобы нигде информация не утекла. Прокол был, что можно было еще спросить судмедэксперта. Но тут, когда опять в защиту, наверное, журналистов стоит сказать, да, потому что почему не до конца, почему вообще поверили. Просто эта история была тогда про убийство коллеги, и, наверное, просто все были действительно в шоке и в панике. Хотя в другом бы случае, наверное, там были бы интервью и с врачами, и интервью с судмедэкспертами и так далее, да. Но в этой ситуации как-то мало кто задумался и поехать в морг. Судмедэксперт вам бы ничего не сказал, он был заряженный, я же говорю, он был под подпиской, он не мог ничего говорить, и врачи ничего не могли говорить. О чем мы говорили-то, я что-то забыл уже. Про морг говорили, что в морге было спокойно. Привезли меня в морг, за мной закрылись ворота, тут я ожил, встал, меня отвели в комнату санитара, дали мне простыню, я снял себе одежду эту, потому что она была в кровище, конечно, вся. Вот тоже еще одна проблема. Я в этой крови лежал часа 2, наверное, да, кровь холодная. И когда меня принесли в скорую, положили в скорую, я умер. А в этот момент я замерз. Меня начала колотить дрожь. Вот еще одна проблема. У тебя лежит на носилках труп, а его дрожь колотит, да? Меня надо было согревать, как-то накрыли этими, у них блестящие одеяла, укутали меня. Все, завезли в морг, я снял себе одежду, кое-как там под краном ополоснулся, смыл хотя бы большую кровь, сказал, дайте мне пачку сигарет. Я говорю, это обязательно, это мой гонорар. Мне принесли пачку сигарет, чай, включили телевизор, и я, закутавшись в эту простыню, голый в простыне, с сигаретой в зубах, как Джавахарлал Неру, сижу, смотрю по телевизору, как там рассказывают, каким офигенным парнем я был. За стеной, там, я не знаю, как она называется, патологоанатомическая, не знаю, там комната для аутопсии, и там вентиляция, и слышно, как за стеной санитар пилит кость. И вот ты сидишь, это довольно странное ощущение, я тебе хочу сказать, конечно.